Ожога молва, Сырый Иван Яковлевич, Шуралнагана, Гушки Оленже. В родном селе Ивана Яковлева кошки Новотимбаева гостей приветствуют на чувашском языке. Почтить память великого просветителя и педагога приехали со всего Татарстана, Чувашии, Ульяновской области. Здесь и потомки Ивана Яковлева, праправнучка Любовь Ордынская, издатели, продолжает дело своего предка, выпускает книги и учебники, в том числе и на чувашском языке. Иван Яковлевич всю жизнь свою без остатка посвятил просвещению своего народа. И каждый раз, когда перечитываешь его воспоминания «Моя жизнь», то поражаешься, с какой проникновенностью он говорит о своих сородичах и земляках. И в полной мере прочувствуешь и знаменитые его слова, что «о вас болел я душою». Иван Яковлев создал систему образования чувашского народа с нуля, разработал алфавит, написал учебники, издал больше 100 книг, собрал материал устного народного творчества для букваря. До Яковлева чувашский народ не имел своей письменности. Он открыл не только первые школы для чуваш, но и для других народов Поволжья. Более 1500 школ он открывал по всей Поволжье. Он был при императоре еще инспектором по образованию Казанской губернии. И ездил по всем селам на лошади. Его просветительская эта цель была открывать именно сельские школы, да, разных национальностей, и мордовские, и кряшинские. Потомки сегодня возложили цветы к его памятнику и говорили о том, как сохранить и приумножить его наследие. В родном селе работает музей и школа имени Ивана Яковлева. Празднуя это событие, мы уже смотрим вперед. И как школу отреставрировать, и как сюда учеников привлечь, как сделать более такой широкий образовательный круг здесь. И при этом музей развить, село благоустроить таким образом, чтобы людям здесь было комфортно жить и вспоминать про своего великого земляка, опираясь на его учения. Одно из предложений – организовать в Кошке Новотимбаевской школе интернат с обучением на родном чувашском языке. Только что премьер Рамис Хатыпович разговаривал с политиками, с Анатолием Геннадьевичем, с моим коллегой. Может быть, есть возможность сформировать здесь круглогодичный интернат. Это было бы очень хорошо. Это действительно очень хорошо. Представляете, сегодня обучается 12 детей. Политики из Чувашии это отметили. Учителей больше, чем здесь. Но Татарстан сохраняет эту национальную школу. Это очень важно. 22% сегодня живут здесь чувашской национальности. Конечно, на этой же земле мы уже 5-й год проводим. Это национальный праздник Чукреме. Потому что это собираемся здесь мы до 3000 человек. Понимаете, идентичность чувашского народа. То есть это культура, кулинария. И, естественно, конечно же, это сохранение этого языка. Как сохранить и приумножить наследие Ивана Яковлева обсуждают уже на научной конференции. Главный вопрос – сохранение языка. Чувашский педагогический университет имени Яковлева запустил в этом году лабораторию яковлеведения, где разрабатывается методика обучения родному языку в современных реалиях. Изучение того опыта уникального, который был в Симбирской чувашской учительской школе, тот опыт, который Яковлев в своих школах дальше на практике реализовывал обучение сначала на родном языке, а потом уже без перехода на русский язык, то есть билингвальное обучение. Это очень актуально и в наши дни, требует осмысления. На выставке представлены подлинные тетради Ивана Яковлевича Яковлева. Здесь же на конференции представили подлинные работы Ивана Яковлева, тетради по арифметике и другим предметам во время его учебы в Симбирской гимназии. Все это хранится сейчас в Государственном историческом архиве Чувашии. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Тетюшский район.